Айныңыш төнкері жанил бу, әкжен әскен бидін, нерін гридук. Здорово, уважаемые сородичи! Мы находимся на местности Тастах в Урикит, стойбище коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Храм и стена в пещере. Эти изображения имеют магическое, ритуальное значение. Kungakar, abkiskia makallo, aling alakallo, alanang alakallo. Alakallo, makallo, abkiskia makallo, alakallo. Средь горных вершин, величавых просторов изумрудной тайги, хрустальных волн, стремительных рек, помнящие ледниковый период, величественное озеро Токко, лиственниц великаны сказочной долины Унгры, где обосновался эллинийский народ. Обряд поклонения огню у коренных народов Севера является важным ритуалом, связанным с огнем, который символизирует очищение, благополучие и связь с предками. Представители коренных малочисленных народов Севера внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, проявив мужество и героизм на фронте и в тылу. Очень приятно, что именно под эгидой Сеха Лонхо собираются все представители коренных малочисленных народов, представители народа Саха и, конечно, безусловно, представители русского народа. Мы, как Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, стараемся каждый раз привозить, чтобы люди знали, что у нас в республике живут не только представители народа Саха, что у нас живут такие самобытные народы, как чукчи, долганы, юкагиры, эвены, ну и, конечно, хозяева Южной Якутии, венки. Мы представим на этом тюльге все наше многообразие наших культур, самобытных культур. И очень приятно, конечно, каждый раз, когда приезжаешь на Исэх-Ланхо, наши народы, как истинные кочевники, тут же разбивают свои палаточки, свои стойбища. И приятно, что наши народы блюдут свои традиции, хранят свою культуру. И я уверен, что вы насладитесь исполнением наших исполнителей, нашим фольклором, нашим народным творчеством.
Эсэ-Халанхо – это состязание сказителей Немкаланов и Немкагаланов. На нашем стойбище у Рыките тоже проводятся эти состязания. И очень радует, что наравне с маститыми сказителями, Немкаланами и Немкагаланами пробуют свои силы в этом жанре и молодые исполнители. Рядом со мной стоит Маргарита Яковлева. Она автор-исполнитель популярных песен авенкийских, но в то же время сегодня она пробует себя именно в амплуа сказителя. Здравствуйте, Рита. Менду. Ага. Какое произведение вы сегодня исполняете? Как оно вам далось? Насколько это интересно? И что вы ожидаете в будущем от сказительства? Я сегодня буду исполнять эвенкийский греческий эпос «Тарганай». Он был записан от Авеловой Анфисы Павловны. Это у нас единственная сказительница у эвенков, ныне живущая. В 2018 году она получила республиканское звание сказитель. И от него Галины Ивановны Варламовой записан эпос «Тарганай». Эпос «Тарганай» относится учура алданскому эпической традиции. И сегодня отрывок из эпоса. Исполняй, да? Джагоро журна каначал бичал, умокон муручил бичал, эничил бичал, умокон намалги тарганы гунмрятер качи бичал. Девгадин манаракин бейджал. Тарбек секел ки ханиве ки халдалан далбанива далбадан бейер бахачал. Тараревек сахиджерктин силаджерктин арай халантакаки сеген далдыч. Таргана ими ганне гане хаки нилби нёво нилби силачами калле гане миневе гане катук сукур дамнак сакур ой-ой-ой-литн гане тартикен гундженекен хэкендикен. Сколько длится это сказание? Сказание у Анфисы Павловны длится где-то 30 минут, но я исполняю около 15 минут. Спасибо большое, Маргарита. Я очень рада. Желаю вам успехов. Выступить очень хорошо. И спасибо большое, что вы взялись за этот жанр. Спасибо. Аят. Рядом со мной находится Юрий Викторович Юхновес, глава Янгринского эвенкийского национального наследия. В этой суматохе праздника, в организаторских тревогах очень сложно было вас поймать, но я поздравляю, праздник удался. Наш Урыкит, стойбище наше, очень прекрасно, великолепно работает. Ну, хочется отметить, что подготовка началась давно, чуть ли не с прошлого года, под руководством Нерюнгринской районной администрации. Там очень лично наш глава Роман Михайлович Щегольняк сумел это организовать и сделать такой прекрасный праздник. И как бы высокой оценкой это было посещение нашего Урикита, стойбища коренных малочисленных народов, главой нашей республики Николаевым Арсением Сергеевичем. Дорогие друзья, принципе, всё. обрядовая программа... Спасибо большое. Я думаю, что это великолепное стойбище еще долго будет служить янгринцам и всем гостям Нерюнгри. Не только янгринским, но и всем коренным народам, не только в Якутии, но, я думаю, и всей России. Всех с праздником, всем хорошего настроения. А я вам Бедяна. Спасибо. Сегодня на нашем стойбище состоялось событие, которое, наверное, войдет в историю не только эвенкийского народа, но и всех наших северных народов. Свидетельство о включении кругового танца эвенков в Южной Якутии Манчорой в республиканский реестр объектов нематериального этнокультурного достояния республики. Это очень большое событие. У нас сегодня маленькое, но значимое событие. Это то, что круговой танец эвенков
в Южной Якутии, Эвенков села Иенгра включили в реестр нематериального достояния нашей республики Саха-Якутии. Я одна из разработчиков этого проекта. В этом проекте участвовали творческая группа из села Иенгра. Я хочу поблагодарить наших всех старейшин села Иенгра, те, которые были информантами, те, которые помогали собирать материал. И вообще сама заявка на включение в этот список пошла от родовой общины Аламакит Васильева Светланы Владимировны. И также в этом проекте принимали участие старожилы села Иенгра и запевалы и колены. Это Маргарита Степановна Кириллова, руководитель ЮКТ Ольга Георгиевна, и мои коллеги из школы Арктика Надежда Дмитриевна Марфусалова и мои молодые коллеги. Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этой такой творческой, но такой нужной работе. И хочу пожелать своим сородичам, чтобы мы также крепко держась за руки, как вот в круговом танце манчорой, да, двигались вперед. А вообще вот само слово, этимология слова манчорой, вообще оно связано именно, переводится как согнуть, согнутый. Ведь подвижность суставов важна не только в жизни, она важна и в духовном состоянии, когда мы должны быть терпимы, мы должны быть гибче, подвижнее, чтобы во имя будущего наших детей. Спасибо, Майя Валерьевна. Это, несомненно, повод и дальше стремиться работать, чтобы и дальше уже на федеральном уровне представлять свой танец манчжуры. Да. Ну, также с этой рабочей группой, с тем, которой мы начали работать, мы очень надеемся, что к столетию села Иенгра будет такой же, тоже такой духовно наполненный подарок. Это включение кругового танца манчжуры в федеральный реестр этнокультурного достояния. И это тоже будет, как я уже сказала, большой вклад в будущее наших поколений. Скажите, пожалуйста, как вам впечатление от праздника? Праздник очень масштабный для нашего Нерюнгринского района. Я вырос в этом районе с самых-самых юных лет. И, на мой взгляд, это просто шикарный праздник, шикарный масштаб. Очень много гостей. Побольше бы таких событий нашему Нерюнгринскому району. Спасибо большое. Спасибо. Рядом со мной стоит молодой исполнитель, чукотский исполнитель Виктор Тынаурген. Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Ты откуда приехал? Я прилетел сюда с Нижнеколымского района, с поселка Черский. Меня пригласили на СЭХ в Якутске сперва, и пригласили сюда. Здесь я в Нерюнгре первый раз. Впечатление необыкновенно как-то. Полно очень площадок. А так все нравится. Красота, красивый лес, пахнет этим дымом. Все как в настоящей тундре. А как люди принимают твое искусство? Изначально для них это непривычно, что-то первобытное, первозданное. Бывает, прислушиваются так, спрашивают, как, откуда это, мы так учимся горловить, там песни у нас. Язык у нас отличается, полиазиатский он у нас. И чукотский язык слышится для них тоже с прошлого какого-то. А так... Можешь показать отрывок? Отрывок... горловое покажу. Попов Николай Арсентьевич, Рак Анавролуттан, Юркай Бэйлагаттан, Муштабалка, Байгалкаталттан, Калан Тураб. Юрингерегатта Бакалан Картек, Арлитан Архартам, Наджуадик Тарибиттар, Игнам Барта Хурдак, Белемняни Бава Барбут, Картек Хурдак, Юран Турабан, Шешпиттан.
Андроп кастакурама себестебен. Ана бұрылуын сасқылақ. Әлені тағытjabын. Жабу рақ, бұл нерінгүре кәкәләмет, бұл олонқы арқаләмет. Көрәтjabыт, шөй бағаты тәрі біттер, асты тұту бағаты бол бұд. Онан үйері көті, табыранық болады, онан астына жабыт дейін. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут, значит, фамилия моя Сартета, Сартета Чорку Йолович. Это кто? Чорку Йолович. Чорку? Да. Через Ё, да? Да. Чорку Йолович. Ага. Чорку Йолович, как вам праздник и как вы себя чувствуете здесь у нас в гостях, скажем, да? Да, я сейчас в данное время в гостях, ну, праздник очень, так сказать, впечатляющий, да. Это на первое время, ну, я как такового сейчас еще ни разу не был. Сейчас я вот только первый раз на таком празднике. И меня сейчас плюс пригласили еще поучаствовать, так как поскольку этих площадок здесь вот здесь рядом площадок несколько, ну, народ расходится, собирается. Надеюсь, до моего выступления еще народ соберется. А вы на родном ненецком языке будете выступать, да? На своем на родном языке, значит, то, что я пою, то, что я рассказываю, это, значит, древние наши эпосы. Это истории наших предков вообще-то. Значит, со всеми, те, которые раньше встречались или по снам встречались, общались с богами и так далее. Вот такой эпос. Они поучительские, если и на эти эпосы раньше у нас соседних стойбищ собирались в одно стойбище, чтобы выслушать сказителя. Вот этот рассказ, если знать язык и внимательно, если прислушивать, вот эти произведения, так сказать, они у нас очень интересны. И длительностью от 2 часов и более, а самые длинные от суток до 3 суток рассказываются. А вы можете нам продемонстрировать отрывок небольшой? Ну, не ожидал, наверное. Давайте попробуем. Миллионов на небе янында бижеңің жорыңың шарнараты жорнырыңың мұнудың көркәрі. Спасибо большое. Это значит, он едет по тайге, по незнакомым местностям, и вот что в лесах, вот едет по дремучему лесу, по горам,
и прислушиваются, и всяко разные звуки. Кто-то кричит, а кто-то смеется, кто-то плачет, будто бы плачет. Или еще какие-то либо звуки. Спасибо большое. Благодаря Тёрке Юловичу можно сказать, что сегодня на Асей Халанхо прозвучали не только якутский эпос и эпос коренных малочисленных народов Севера, но и ненецкий эпос звучал в полной силе. Каргопулова Альбина Сергеевна, род Букачар. Максимов Александр Сергеевич, род Букачар. Гиркил, Матал, Кунгакар, Баива Шуаля Мэрес. Абгарат Бекалё, Гораконенганакалё. Когда вас пригласили делать главный обряд этого мероприятия с Халанхо, вы сразу согласились, да? Да. Согласились сразу, Мы конечно. всегда. А дома вы часто проводите такие обряды? Это у нас только по праздникам, но иногда бывает. Ну и самые значимые, например, вот если выходят замуж, женятся наши дети, да, племянники, племянницы, мы, конечно, проводим такой обряд. Спасибо большое. Ну и иногда бывает на день рождения танцуем, хороводим, песни поем. Валентина Афанасьевна Якимес, режиссер спектакля «Богатырь Менде», который сегодня будет представлен на нашей сцене, на нашем Тыгульге. Валентина Афанасьевна, сколько артистов вы привезли, сколько реквизита? Ну, мы 18 человек приехало. Это все-таки большой спектакль, детский спектакль. Это спектакль написала Евдокия Иринцеева, ОГДО, специально для Имаконского цеха. Эвенская сказка, это Олонко это. Мы все волнуемся, мы каждый год участвуем. Обычно мы открывали всегда детскую площадку, но мы в этом году решили все-таки вот свое истинное Тыгульге прийти и показать своим вот эвенкам, малочисленным народам. Поэтому мы здесь, в этом Тыгульге, в этом году. Спасибо большое. Желаю вам удачи, успеха и, наверное, еще больше произведений, по которым вы будете ставить спектакли. Конечно, еще следующий год же Кобельский улус. Мы, может быть, тоже новый спектакль еще поставим для них. В планах есть? В планах есть, конечно. А герои в спектакле говорят на венском языке? Чуть-чуть местами только есть. Ну, язык красивый, да? Да. Там песни есть. Спасибо. Спасибо большое. Semer körsüher, denge yüerser, diyemeyelerinden araksız pat inelenmittir. Açık.